سخنرانی ویس‌الدین آدینه فعال سیاسی و برادر مفقود سیاسی و بلاگر احسان آدینه به حضور شما پیشکش می شود. با نام خداوند بخشنده و بنیاد مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضور громи, برادران оли кадр. Приветствую всех, дорогие друзья. Спасибо за приглашение. Хотел бы также присоединиться к поздравлениям в честь Дня национального единства. И хотел бы добавить пару комментариев. Ни в коем случае не навязывать их кому-либо. Это мое видение, это мои мысли. И хотел бы поделиться в этот день с вами. Сегодня режим в Таджикистане вешает ярлыки на нас, но несмотря на все это, я гражданин своего государства. У меня по сей день паспорт гражданина Таджикистана. Я себя не считаю преступником, не считаю предателем. Я использую правовые механизмы в своей деятельности и никого еще, слава Богу, не убивал, никому не причинял боль, ни у кого не крал и не продавал свою страну и не позорил свою страну. Наоборот, стараемся показывать Таджикистан с лучшей стороны на международных аренах и культурного характера, и политического. Итак, День национального единства. На самом деле, в этот день чаще всего забываются, возможно, не забываются, я уверен, что каждый помнит, и, возможно, упоминались людьми, которые до меня выступали. Но все же еще раз хотел бы напомнить то, что важную роль в этот день играл целость народа, ее дальновидность, ее желание о мире, независимости. От политических взглядов люди сложили оружие, а их было очень много сторон недовольствующих, и все пытались что-то друг другу доказать. Несмотря на все горе, которое происходило, люди смогли перебороть свои амбиции и мир поставить на первую очередь. И доверились, к сожалению, сегодняшней системе, в лице Эмомали Рахмона, который очаровал, с одной стороны, очаровал многих, но потом жестко предал, обманул и массово начал уничтожать всех своих соратников, которые принимали немало усилий ради того, чтобы этот день настал, чтобы все насладились мирным воздухом. Но, к сожалению, в сегодняшнем Таджикистане не упоминаются те фамилии, те имена, которые по-настоящему заслуживают чести и почести, а именно тех солдат, независимо, опять же, с чьей они стороны выступали и воевали. Это были таджики. Каждый из них думал, что борется за цельность народа, опять же, за будущее своего государства. Поэтому не будем забывать в первую очередь о тех многотысячных жертвах. И моя благодарность именно им. То, что каждый из них заслуживает уважения и свое имя в истории. И также хотел прокомментировать недавнее заявление Эмомали Рахмона о том, что якобы никаких договоренностей межтаджикских не было, и он их не подписывал.
На самом деле это заявление с его уст звучит мне как гражданина Таджикистана оскорбительно в его лице, как представителя государства. Почему? Потому что, опять же, как мы ранее подчеркнули, в этом большую роль играл сам народ. Не лидеры, а народ играл эту роль. Если бы народ не хотел, война продолжалась. Но народ захотел мира. И народ был свидетелем этого мира. Народ не забыл, кто принимал участие, кто прав, а кто виноват. Но Эмомали Рахмон настолько уже потерял совесть, что топчет своими ногами те свои обещания, те подписи, те бумаги, на которых ставил подпись, свое имя. И он открыто говорит своему народу, многострадальному народу, который принимал, опять же, очень сильную роль в этот день. То, что никакого мира без меня не было бы, ни с кем я, кроме себя, не подписывал ничего. Это выглядит глупо, это выглядит позорно, и это не приукрашает Эмомали Рахмона. Возможно, те та часть зомбированных последователей этого режима верит в эти баиньки. Но я уверен, что молодежь нынешняя Таджикистана знает прекрасно о своем прошлом, о своей истории и будет принимать участие в будущем в политической судьбе своей страны. Будет принимать участие. С вами был Васидин Удинаев. Еще раз хотел поблагодарить всех присутствующих. И отдельное спасибо за приглашение и предоставленную возможность выступить в Хати онлайн. К моему большому сожалению, по ряду причин я не смог присоединиться и наслаждаться, вашим присутствием. اظهار سپاس و تشکر از برادر و فعال سیاسی ویسیدین آدینایوف، برادر مفقود سیاسی احسان آدینایوف.